Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Майбутнє Крыма». В студии с вами, как всегда, ведущая Лариса Волошина. Спасибо, что остаетесь с телеканалом НТР. 2 ноября в Вене прошло дополнительное совещание ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, роль свободных СМИ в комплексном подходе в безопасности. В рамках этого мероприятия на дополнительной площадке по вопросам человеческого измерения была проведена дискуссия «Уничтожение свободы выражения мнений и свободы СМИ коренного народа в оккупированном Крыму». В этом мероприятии приняли участие постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, Искандер Бариев и Айдер Муждабаев. В рамках ивента был показан документальный фильм «Борьба за выживание коренного народа Крыма», а также ролик об одиночных пикетах в Крыму. Сегодня у нас в гостях Айдер Муждабаев, журналист, заместитель гендиректора телеканала АТР, и чуть позже к нам присоединится Искандер Бариев, и мы поговорим об этом мероприятии. А пока я бы хотела, чтобы наши режиссеры поставили видеоролик, который мы специально подготовили для этой беседы. Как раз таки выступление российского представителя, на мой взгляд, было достаточно фейковое относительно 43 средств массовой информации крымских татар. Потому что на самом деле мы ведем параллельный мониторинг, и по нашим данным более 250 нарушений в отношении СМИ и за период оккупации, и в отношении журналистов. Кроме того, более 10 есть судебных производств. Кроме того, на данный момент до оккупации на территории Крыма могли свободно действовать порядка 12 средств массовой информации коренного народа. Большая часть из них сегодня вынуждена находиться на материковой части Украины и продолжать свою работу. И таким образом пытаться хоть как-то транслировать, передавать информацию, иметь связь со своим народом. Ну и самое главное, то, что говорилось о стриме. Вот в последнее время, как раз таки на территории оккупированного Крыма, мы видим другую тенденцию. Когда в течение последних полугода, ну даже, если уже 8 месяцев, началось преследование стримеров, блогеров и, скажем, и даже адвокатов. И последние действия, когда были арестованы, задержаны и арестованы стримеры, в отношении стримеров было вынесено фейковое, вернее, решение фейковых судов в Крыму, которые арестовали на 10 суток. И кроме того, колоссальные штрафы. И в ответ на это крымская татарская общественность и крымская общественность в Крыму создала акцию «Ломаный грош». Начали собирать по 10 рублей для того, чтобы покрывать такие штрафы до 10 тысяч евро соотношение. Это 300 тысяч рублей. И приносить мешками для того, чтобы заплатить за тех людей, в отношении которых проводятся вот такие преследования. И мы видим и являемся свидетелями этого процесса. Поэтому в качестве рекомендаций хотелось бы, чтобы такая авторитетная организация, как ОБСЕ, могла повлиять на Российскую Федерацию, чтобы журналисты имели доступ вести съемки судов, чтобы была объективная информация, и чтобы не было преследований в отношении стримеров, которые дают сразу же в онлайн информацию о тех репрессивных действиях, которые совершает Российская Федерация по отношению к коренному народу. Спасибо. Ну что ж, к нам присоединился Искандер Бариев, вы вовремя успели, мы как раз показывали вашу речь. Я так понимаю, что речь идет о том, что российский представитель что-то такое рассказал в рамках этой площадки, на что вы настолько жестко отреагировали. Скажите, что говорил российский представитель? Российский представитель, ну, как и свойственно обычно вот таким вот представителям на международных площадках, относительно Крыма постоянно дает фейковую информацию. В том числе, и как и в этом случае получилось, российский представитель заявил о том, что якобы никаких правонарушений в Крыму нет, нарушений прав человека в Крыму нет, а относительно крымских татар
Крым-Татар открыты 43 или действует 43 средства массовых информации на крымско-татарском языке, что, конечно, я думаю, телезрители подтвердят меня, и мы не владеем такой информацией, потому что мы мониторим, что якобы 43 именно средств массовой информации на крымско-татарском языке работают в Крыму. Хотя, насколько нам известно, я об этом четко проинформировал, и все телезрители знают, и я знаю, что наши соотечественники в Крыму смотрят АТР, потому что это единственный крымско-татарский канал, который является свободным каналом, и поэтому еще я и в своем выступлении сказал о том, что насчитывалось порядка 12 средств массовой информации на именно принадлежащих коренному народу, крымским татарам, и многим из них пришлось выехать. И сегодня многие из них работают именно в материковой части Украины. Айдар, у меня к вам вопрос. В рамках вы передавали информацию прямо с кулуаров. И я так понимаю, что Австрия не допустила, не выдала визы для 3 крымских журналистов, пропагандистов из Крыма. Это Максиму Николаенко, потом Сергею Горбачеву, представителю Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России. Николаенко – это агентство «Крыминформ», и Екатерине Козырь, телекомпания «Крым». И вы написали о том, что в рамках из-за этого представитель российского МИДа Максим Буякевич выразил сожаление о том, что журналистов из Крыма не пустили, и заговорил там чуть ли не о визовом геноциде. Я хочу понять, скажите мне, было приятно. Да. Это было приятно. Понимаете, дело в том, что Россия позволила себе, Российский союз журналистов, позволил себе открыть там ячейки. И фактически создать эти ячейки, крымскую ячейку журналистики и севастопольскую, и принять их в свои ряды. На самом деле даже российские банки не позволяют себе, такие крупные банки, как Сбербанк, не позволяют себе держать там филиалы. Вот этот момент, когда Российский союз журналистов поступает подобным образом, как мы можем вообще характеризовать подобную организацию? Это организация, которая должна попасть под санкции, поскольку она является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в Крыму, в оккупированном. Она должна, просто ее нужно добавить в санкционный список, я не знаю, думаю, это возможно. Точно так же, как и другие организации, которые типа общественные, но юридические лица. Например, это Федерация еврейской общины России, которая отправила туда своего раввина. Все, я и слово «раввин» тут в кавычки беру, потому что это просто сын Берлазара, путинского прихвостня, который является предметом насмешек давно уже у евреев, поскольку он настолько неприкрыто лизоблюдствует перед Кремлем, настолько лоббирует свои коммерческие интересы и продает интересы еврейского народа, что он уже среди еврейской общественности является таким героем и анекдотов, про него реально анекдоты пишут. И он отправил туда своего сынка, держал эту должность для него. И так как ФИОР, это точно так же, как Союз журналистов России, юрлицо, и они отправляют туда своих представителей, то есть признают Крым частью России и осуществляют там свою деятельность, они тоже должны попасть под санкции. Я знаю, что готовят здесь еврейские общественные деятели в Украине, готовят обращение с тем, чтобы этих товарищей тоже внести в список. И, конечно, никаким этим людям нельзя разрешать, кто там действует, въезд в цивилизованные страны. Австрия показала прекрасный пример. С холодной головой всю эту шушеру. Я даже не знаю, зачем ты зачитывал эти имена, их все равно никто не знает. Потому что мы тоже должны носить их какие-то списки. Но они уже там, в каком-то смысле, в австрийском списке. Это для них, я считаю, уже почет. Потому что таких людей не нужно вообще никуда пускать. Если честно, там и этим-то делать нечего, которые доклад читали. Там и дипломатический иммунитет, эти все представители МИДа, потому что они врут настолько, Искандер, он дипломатичный человек, он обязывает его деятельность международная быть дипломатичным. Но вы там не стеснялись выражать. Нет, я же не в цивилизованных рамках высказываюсь. Я считаю, что как сивый мерин он врал.
Им никто не верил. есть это было заметно? Ну, конечно, ну, конечно. Там же, ну, понимаете, россиянам никто уже нигде не верит. Это такой, ну, представьте себе представитель Северной Кореи, который рассказывает про демократию. Ну, кто-то поверит ему? Точно так же и русским сказкам тоже никто не верит. Это давно уже все проигранная игра, но тем не менее эту ситуацию надо дожимать до конца и разоблачать их ложь. Каждый день вот этим Искандер занимается, этим занимаются украинские дипломаты, крымско-татарские члены Меджлиса, такие как Искандер, который регулярно эту пропагандистскую гадину давит на всех площадках. Они его боятся, они всех боятся нас, они знают, что они врут. Поэтому сказать им нечего. Там. И Запад им, конечно, не верит. Но есть только какие-то купленные Россией представители, но их влияние ничтожно. И ОБСЕ просто остается одной из последних площадок, где вообще их еще за дверь не выставляют. Вот и все. Ну, в общем, да. Я в рамках этого мероприятия, Искандер, вы, в принципе, зачитали свои предложения к ОБСЕ о том, что необходимо сделать. Вы опубликовали у себя на странице Facebook эти предложения: на международном уровне разработать план действий по улучшению положения крымско-татарского народа в регионе ОБСЕ, то есть фактически в зоне влияния или в зоне ответственности ОБСЕ. Потом вы написали, это очень важно, в официальных документах ОБСЕ и выступлениях официальных лиц в отношении крымских татар необходимо использовать исключительно этноним крымско-татарский народ или крымские татары, а не татары или татары Крыма. Почему это важно? Это важно, потому что что делает сегодня Российская Федерация? Она всячески пытается, если проследить, да, даже посредством массовой информации российским, они пытаются нас преподнести общиной, диаспорой, там, татарами Крыма. Исламистами. Да, исламистами, там, мусульманами крымскими, или вообще называть террористами или экстремистами еще. И для нас очень важно сохранить свою идентичность. Идентичность именно в том числе и на международном уровне. И к сожалению, бывает такое, что проскальзывает в некоторых международных документах, что нас могут назвать национальным меньшинством, нас могут назвать просто татарами, нас могут назвать там, татарской общиной Крыма. И поэтому необходимо на всех уровнях, на всех международных площадках, потому что ОБСЕ это одна из международных площадок, существуют и другие площадки, и Парламентская ассамблея Совета Европы, и там ООНовские площадки и так далее. Мы везде стараемся напоминать о том, что мы являемся крымско-татарским народом, и поэтому нас необходимо называть именно либо крымско-татарский народ, либо крымские татары, и именно коренным народом. Но, к сожалению, есть еще проблемы в этом вопросе, потому что некоторые европейские страны, они не воспринимают вообще понятие коренные народы. И порой не всегда, даже вот когда многие документы международные, они принимаются путем консенсуса. И для того, чтобы все-таки этот документ работал, надо, чтобы все страны были согласны. И вот, к примеру, если мы возьмем даже вот резолюцию Комитета министров Совета Европы, замечательная резолюция, все там классно, но там не написано, что крымские татары являются коренным народом. А почему? Потому что, я бы не хотел бы сейчас называть те страны, но есть страны, которые, вернее, была одна страна, которая была против того, чтобы нас называть коренным народом, а есть ряд стран, которые за этой страной могли бы также не согласиться с данной резолюцией. И знаете, это был механизм консенсуса. Что за страна? Ну, мне интересно, эта страна сама имеет коренной народ, с которым но дело в том, что не может установить отношения? Именно у этой страны, о которой идет речь, дело в том, что если взять исторически, то, конечно, там есть коренные народы, а в целом эта страна, я бы сказал бы, да, она старается уходить от этих вопросов. Слушайте, вот мы говорим о том, что вот это непонимание, оно обусловлено наличием внутренних проблем в европейских странах и дискриминацией, которая у них есть. Я, кстати, хотела спросить, вот смотрите, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, он говорил о том, что он хотел бы при каких-то сложившихся обстоятельствах въехать в Крым, проверить результат, промониторить ситуацию. Все это, конечно, чудесно. Но я вспоминаю Дуню Миятович,
которая в свое время анонсировала въезд, как бы совместную акцию украинских и российских журналистов, причем российских вот этого самого Союза журналистов России, о том, что они должны были провести некий мониторинг свободы СМИ в Крыму. Вот у нас есть российские журналисты, как Антон Номлюк, прекрасные журналисты, которые работают честно. Ну, или там тот же Аркадий Бабченко, например, российский журналист, но они не члены Союза журналистов потому что России. Союз журналистов России — это позорная организация, в которую было стыдно вступать еще лет 10 назад. А не говоря уж про сейчас, когда они визжали от счастья, когда Крым аннексировали и все такое прочее. Что касается затронутой тобой темы, на самом деле СМИ подхватили вот этот заголовок, который звучал как, что вот этот инспектор по делам прессы посетит Крым. Но на самом деле все было немножко иначе, и Борис Бабин, поспред Украины, президент Украины в Крыму, который там был вместе с нами, он пояснил. И вот даже его пост есть такой. Ну да. Да, я по-русски зачитаю. По итогам моей встречи с господином Дезиром, представителем ОБСЕ по свободе медиа, некоторые украинские, там, российские СМИ пишут про какой-то запланированный визит господина Дезира в Крым. Про такий візит до анексованого Криму навіть лише ЗМІ з російського Рыбинску пишут. Ну, там вот такие да, вот они вещи, это да. раскрутили. Но на самом деле это не так, потому что как раз разговору, просто я с ним это обсуждал, разговор у Бориса с этим господином шел как раз о том, что посещать Крым не надо сейчас, и смотреть на их потемкинские деревни тоже не надо. И ни в какую поездку в Крым этот господин не собирается. Никаких ни дат нет, ни намерений конкретных. Было высказано такое намерение с оговоркой в случае обстоятельств благоприятных. Никаких благоприятных обстоятельств для визита этого человека туда нет. И Бабин об этом с ним разговаривал. Он мог бы и сам прокомментировать. Это просто нет у нас в студии. Он сейчас находится на своем рабочем месте в городе Херсоне. Вот. Что касается Союза журналистов, про Союз журналистов России говорить не хочу. Это организация, это важно, кто вот входит организация в эти миссии, пустая. понимаете? Не, ну это такой потемкинская деревня такая. Союз журналистов России даже в России не является никаким авторитетом. Это, я просто почему это сказала? Потому что Дуня Миятович, которая была до господина Дезира, она как раз лоббировала этот интерес. Она говорила, что вот некая миссия, да, что вот журналисты, две страны, одна профессия. Вот, все поедем в Крым, отлично, во главе что с Миятович. спросила. Да. И нам важно, чтобы нас опять не подвели под отлично, это что все. спросила, потому что я не хочу говорить о Союзе журналистов России, но о Национальном союзе журналистов Украины можно поговорить. Это наша организация, которая находится в постоянном контакте Да. с Союзом журналистов России, с этой преступной организацией, которая имеет свое отделение в Крыму и не признает целостность Украины. Спокойно представители этого так называемого союза, который тоже не пользуется никаким уважением в Украине среди многих журналистов. Я, по крайней мере, не видел журналистов, которые его уважали бы, да? Но при этом очень многие Но являются членами. при этом члены формально, может, многие являются. Название громкое, на самом деле их никто не знает. Ну, как бы не авторитеты они здесь, но они там присутствуют, они ведут дружеские беседы с господами из Путинского союза, из этого. Значит, они возмущают этим своим поведением украинских дипломатов и представителей МИД. Я с ними тоже об этом разговаривал. Вот, как бы, и не называя имен, хочу сказать, что украинская дипломатическая служба, она выражает недоумение подобными действиями господ из Союза журналистов, которые такие, вот, то есть, грубо говоря, там общественная организация, вот как Крымстарский ресурсный центр, борется за правду, да, рассказывает, это все важно. Вот он говорит как бы вроде мелочи, а эти формулировки все важны, такой ликбез. И когда приходит к Искандеру вот прям перед слушаниями, такой как бы ликбез, вот этот так называемый сайд-ивент, название такое чудное для нашего уха, но на самом деле это такой ликбез, я бы назвал это ликбезом каким-то вот в виде для этих людей. Там приходили, там сидел человек 30, представители 30 стран. Россиянин встал, ушел, он понял, что так ему не место там. Был показан чудесный фильм, 10-минутный, прям понятный всем, на 17 минут. 17. Да, понятно, прям по полочкам разложено, что происходит в Крыму с крымскими татарами. Вся терминология, все четко. Такой фильм опять, как будто учебный, вот сделан для них, да.
Все внимательно смотрели, внимательно слушали, задавали вопросы, все записывали. И многие представители многих стран, по крайней мере 30 уже, да, там кто-то, они шли уже подготовленными на это, на пленарное заседание. Они же понимали, что им будут врать, да, и что реально положение дел с крымскими татарами, с крымско-татарскими СМИ, оно совсем иное, чем будет врать российский представитель там. Поэтому это все важно. И вот в то время дипломаты тоже переживают, ребята там нормально работают, они как бы жестко с россиянами в стыке идут всегда. И тут приезжают такие прекрасные люди из Союза журналистов Украины и давай обниматься, там, целоваться с этими людьми. Можете назвать именно кто? Я просто их не знаю искренне, я просто их не знаю. Они же пользуются просто этим названием. Я уверен, что эти имена и украинским журналистам-то ничего не скажут. Ну, может быть, кому-то и скажут, но я просто не знаю их, Лариса. Я правда не знаю этих имен, но они вот такой работу Я бы хотел бы добавить по поводу Да. вот визита и по поводу приглашения или того, что обещание, да, вот приехать. На самом деле, конечно, любое разовое посещение в Крым это не дает полную картину или полную оценку того, что на самом деле в Крыму происходит со свободой слова, со свободой свободных мирных собраний и так далее. И поэтому, если говорить о мониторинге, то он должен быть системный. Там должно быть постоянное представительство, которое должно отслеживать все эти процессы. Но когда мы, опять же, еще я об одном таком вот той ситуации хочу рассказать, которая возникла непосредственно на пленарном заседании. Ведь представитель МИП, Министерства информационной политики Украины, сделал официальное приглашение, или даже не приглашение, а призвал, чтобы мониторинг проводился в Крыму. И на это подхватил российский представитель и говорит: мы готовы предоставить и пригласить всех, если вы будете считать Крым российской территорией. То есть вот здесь очень важные моменты. А ведь мониторинг, да, вот ведь мониторинг должен осуществляться в Крыму как на российской территории или как, вернее, как на украинской территории, и вернее, как на российской или как на оккупированной украинской территории. Это же совершенно разные вещи. И в зависимости откуда будет заезжать мониторинговая группа. И вот здесь в ответ на вот такое приглашение была очень четкая реакция. И Европейского Союза, когда официальный представитель Европейского Союза заявил, что мы не признаем Крым российской территорией. Вслед за представителем Европейского Союза выступил представитель Канады, который также заявил, что мы тоже не признаем. Потом представитель Соединенных Штатов Америки. И так вот пошло как принцип домино. И на самом деле никто из представителей не поднял руку и не сказал: а мы готовы поддержать Российскую Федерацию. То есть это еще очередной раз на вот такой международной площадке был прямой посыл, что Крым — это оккупированная территория, что в Крыму не могут быть, скажем, проводиться какие-либо или находиться международные организации или международные миссии без согласования с Украиной и, соответственно, как на территории Российской Федерации. Поэтому вот такой вот момент, о чем вот мы начали говорить, вот он реально был вот именно на этом Еще заседании. важный нюанс. Значит, по поводу разговора Бориса Бабина с Дезиром. Они договорились, что мониторинг будет вести постоянно с материковой территории Украины. Вот там самый Что важный логично. момент. Да. Потому что я когда выступал, собственно, я же не посещаю часто такие мероприятия, я простым человеческим языком в течение 10 минут рассказал господам, представителям разных стран, как реально обстоят дела. На вопрос, там есть ли свобода слова, я сказал, что свободы слова в оккупированном Крыму нет вообще никакой. Последние остатки свободы слова — это Facebook, которые они не хотят закрывать, чтобы не прослыть там Ираном, они же гибридная политика. Но зачем сажать? Зачем закрывать, если можно запугать, заштрафовать до дыр людей? Я привел эти примеры, которые ты из Кенных приводил, привел примеры, как они террористами обвиняют в терроризме людей, которые нам показывают обыски, пишут в Фейсбуке. То есть они хотят сделать такую Северную Корею там, запугав всех. Я привел пример с Бернардом Шоу, писателем британским, который приехал вместе в гости к Максиму Горькому. Они поехали на Беломор-канал смотреть, как зэки живут. И, конечно, в зэки на Беломор-канале жили счастливо, безусловно. Ну, безусловно. Да, я им сказал, господам из ОБСЕ, что если Россия сейчас проводит вот такую зачистку, сажает, запугивает, изгоняет и так далее, потом, когда они превратят Крым в такую, как они мечтают, Северную Корею, где все молчат и сходят строем, да? Тогда они запустят миссию. А тогда давайте миссии приходите, мы вам Потемкинскую деревню тут покажем. Вот и все. У нас есть кадры одного из тех фильмов, которые были показаны
в рамках этой площадки ОБСЕ. Я бы хотела, чтобы мы включили, показали нашим зрителям, а потом мы продолжим. Крымские мусульмане показывают свое небезразличие в отношении происходящих событий. Я вышел на одиночный протест против произвола властей. Крымские татары не террористы. Они ими никогда и не были. За всю многовековую историю крымских татар не было зафиксировано ни одного случая со стороны крымских татар теракта. За всю историю. Вдруг неожиданно появились террористы в Крыму. Но это не мы. Это соседняя страна. Подъехали к человеку, проводящему одиночный пикет. И в грубой форме они его сразу же взяли, заломали и запихали в машину. Абсолютно, судя по всему, даже не удосужились проверить документы. Просто запихнули в машину и увезли. Получается, украли. Вас за что задержали? Сказали, проедешь в отдел, будешь давать объяснения. Я стоял с адвокатом, мусульмане не террористы. Ну, я хочу прокомментировать Да, данный конечно. ролик. Это не тот фильм, о котором мы говорили. Ну, там тоже было. Да, но этот ролик мы показывали для того, чтобы укрепить вот то выступление, о котором мы говорили, что преследуются стримеры, преследуются представители, люди, которые проводят одиночные пикеты. Которые даже не запрещены которые даже не запрещены российским законом, российским законодательством. Да. И это было настолько наглядно, и поэтому мы хотим выразить благодарность вот тем активистам, которые сделали такой ролик, потому что всегда важно, чтобы был контент, который мы непосредственно можем показать. И вот возвращаясь опять же к тем рекомендациям, о которых мы говорили, Да. вот если взять 7-й пункт рекомендации, то мы в том числе говорили, что в нем говорится, что необходимо укреплять институциональные возможности правоохранительных органов и общественных организаций Украины, привлеченных к расследованию или мониторингу нарушений прав человека в Крыму. То бишь, мы должны работать над тем, и в этом должно быть заинтересовано ОБСЕ и способствовать этому процессу, чтобы вот такие общественные активисты могли мониторить и, соответственно, давать качественный контент, Ну, который опять-таки, мы можем необходимо, чтобы они показывать. были под защитой, потому что их Само преследуют. собой, но здесь это уже второй вопрос, потому что здесь как раз нужно специально обучать таких людей. Смотрите, стримеры, вот фактически, это вот то, что называется народный журналист. Стримеры не являются журналистами. Их, в принципе, не защищают журналистские организации как представители журналистского сообщества. Но они журналисты в данном случае, потому что кроме них никого нет. Это, кстати, Айдер, вы уже сказали о том, что о представителях СЖР и о связи Украинского союза журналистов с Союзом журналистов России. Я просто вспоминаю о том, что у нас постоянно идут скандалы. Это постоянно в прессе появляются публикации о том, как глава Союза журналистов Украины с госпожой Аджихиной, там, секретарем Союза журналистов России, ездят по южным регионам, по Херсонской области. Они постоянно дают какие-то пресс-конференции для молодых журналистов. И это постоянно проблема для нас, это постоянный повод для скандала. У меня вопрос, Ларис, а почему вот эти прекрасные представители национальной спилки журналистов Украины не выдадут свои членские билеты, если они так защищают права журналистов, вот этим ребятам, которые ведут стримы оттуда? Ведь фактически они занимаются журналистикой. Хороший вопрос. Да, вот пусть выдадут им эти бумаги, и пусть защищают их, как украинских журналистов. Почему они этим не занимаются? Они даже мысли такой в голову не пришло, потому что другим заняты. Смотрите, это тоже очень важно, потому что у нас в итоге политолог Михаил Басарапов, он опубликовал в своем фейсбуке сегодня данные мониторинга Института демократии имени Пилипа Орлика о том, что всего 2% публикаций местной прессы касаются вопросов российско-украинской войны. Украинской прессы? Украинской прессы. Местной? Местной. Они не национальной Нет, прессы? именно местной. То, что касается вопроса репрессий в Крыму и вопросов вообще репрессий против крымско-татарского народа, чудовищного преступления, это дискриминация по расовому признаку, по этническому признаку, то есть это что-то уровня гитлеризма, и об этом практически не пишут. Вот
Что нам делать с этим? У нас есть стримеры, которые бесстрашно выходят, понимая прекрасно последствия до себя, не защищенные ни корочками, ничем, идут и продолжают давать информацию сюда. У нас есть журналистские организации, которые находятся в каких-то странных диалогах. И у нас есть, в принципе, местная и региональная пресса, которая не заботится о том, чтобы донести до всех украинцев вот то, что происходит в Крыму. Но я думаю, что в первую очередь нам нужно готовить специально людей. И действительно есть проблема в том, что у нас недостаточно продукта или недостаточно качественный продукт, который готовится. Я имею в виду сам контент. Контент, когда люди не умеют, скажем, вкратце, коротко, легко писать. И вот как раз мы в рамках Академии публичной дипломатии совсем недавно разбирали, и мы обучали, почему, вернее, специалисты, эксперты обучали, почему недостаточно и в международных СМИ информации о проблемах Крыма, о проблемах на востоке Украины. А потому что действительно мы очень мало пишем, мы очень мало даем информацию. Вот, кстати, даже вот когда разбирали критерии, оказывается, сегодня для того, чтобы была информация включена в такие авторитетные газеты, она должна быть доступна 14-летнему ребенку, или, вернее, юноше, да, 14-летнему, подростку, будет правильнее так. И вот как раз, кстати, все критерии, группа людей, которая может описывать, их нужно обучать, их нужно готовить, и в том числе, мы опять же возвращаемся к стримерам, да, когда мы говорим о том, как вот снимать, мы видим с каждым разом качество растет, но не потому, что этих людей специально кто-то обучает, а потому что эти люди сами начинают заниматься самообразованием. Но при этом мы должны делать все, чтобы научить этих людей, чтобы эти люди могли грамотно снимать, могли грамотно вести этот материал, для того, чтобы этот материал могло подхватить потом любое средство массовой информации, более такое авторитетное, и могло показать для более широкого круга. Я думаю, что это основная проблема, и над этим нам нужно серьезно работать. Это у меня к вам вопрос. 2-3 ноября в Киеве проходила национальная конференция журналистов, называлась National Media Talk. Ток, разговор о роли независимых медиа в Украине. Очень интересно, что там присутствовали иностранные журналисты, иностранные медиаэксперты и украинские. И вот в ходе мероприятия, это очень интересно, рекомендации международных юристов по регуляции СМИ украинцам. Они пишут, международные юристы, презумпция, они нам предлагают принять презумпцию того, что на период вооруженного конфликта все субъекты страны-агрессора на территории жертвы агрессии имеют целью получения преимущества в вооруженном конфликте. Нам иностранцы говорят, ну признайте вы это, что российские медиа здесь находятся только для того, чтобы получить преимущество в этой войне. Какие медиа имеются в виду? Ну, это рекомендации, которые мы должны закрепить законодательно. Более того, хотя бы в рамках внутри себя медиасообщества. Следующее, что они нам рекомендуют, это признать, что во время вооруженного конфликта субъекты страны-агрессора на территории государства жертвы агрессии, что на субъектов страны-агрессора не распространяется норма по защите свободы слова. То, что мы не должны защищать здесь свободу слова Первого российского канала, например. То есть поразительная история. Дальше они нам говорят о том, что вам необходимо признать, о том, что если это юристы, я еще раз повторяю, это западные юристы нам, наконец, рекомендуют, что признать, что если медиа контролируется государством, то трактовать его надо как представителя государства. Мы помним разговоры о том, каждый раз, когда мы отсюда пытаемся выставить то «Дождь», то еще что-нибудь, то журналиста Первого канала, начинается истерика Transparency International о том, что мы тут значит, нарушаем... International занимается Северной Кореей, а не Украиной. Слушайте, ну мне поразительно. Вот приезжают сюда западные юристы и говорят нам, люди, примите, признайте вот это. С другой стороны, украинские организации, украинские журналисты говорят, нет, слушайте, ну мы тут за свободу слова и за толерантность. Поясните мне, пожалуйста, что это такое вообще? Ну, я не знаю, это то ли глупость, то ли какие-то симпатии к стране-агрессору. Я просто другого не поразительно, вижу. что мы не такие радикальные, как, например, те же... Нет, но дело не в радикализме, дело в принципах и в последовательности. Дело в том, что вы можете разговориться с любым представителем, журналистом там, из Литвы, например, и спросить у него, могут ли в Литве спокойно работать российские организации типа Россотрудничества, типа, ну, таких вот, да?
Не может быть. Они закрыли там все эти Россотрудничества по рекомендации спецслужб литовских. Закрыли, и все. По закону это страна ЕС, да? Невозможно себе представить, чтобы на территории Литвы свободно работали какие-то подрывные, хотя они не воюют, да? Они же не воюют с Россией в данный момент, а Украина воюет. Невозможно себе представить, чтобы половина Вильнюса, недвижимости, самой дорогой в центре города, коммерческой, принадлежала российским предпринимателям, скажем так, приближенным к власти, да, которые впрямую спонсируют агрессию в Донецк, на Донецк и Луганск. У нас половина Киева недвижимости принадлежит этим людям. Они обогащаются нормально. Какие медиа, какие свободы? Здесь они просто на деньги, которые... Вот каждый киевлянин идет в магазин, покупает продукты, какие-то товары. Арендатор платит аренду российскому собственнику, или же облэнерго, вот вы заплатите там за отопление, да, и этот российский собственник берет эти деньги и отправляет, вооружает донецких боевиков, наемников. Какой свободе слова тут речь идет? Тут идет прямое вообще. И этим надо заниматься. Вот маленькая Литва, а разведка там работает, они выявили, какие представители так называемых вот этих домов культуры там российской и так далее, чем они там занимаются, они им указали на дверь. Если бы у нас работа такая шла, если бы выявляли вот эти связи этих конечных собственников, бенефициаров, наверное, было бы по-другому. А нас хватает пока только на то, чтобы критиковать артистов, которые выступают в Российской Федерации или из России. Это Но все опять-таки это делают общественники. это все правильно, но только, может быть, надо хоть с чего-то начать, да, но вопрос коренной в том, что у нас свободно и легко себя чувствует российский бизнес. Я здесь полностью хочу поддержать Айдера в том плане, что действительно у нас отсутствует такая вот системная государственная политика в этом вопросе. У нас недостаточно работает четко службы безопасности, у нас недостаточно как раз урегулирован этот вопрос именно в сфере информационной политики. Ведь на самом деле, вот если мы много общаемся с иностранцами, иностранцы говорят, когда едут в Украину и пытаются узнать, что это за страна, то в первую очередь получают такой контент, что это там царит фашизм, что там националисты украинские у власти, что там ущемляются там права других, третьих, десятых и так далее, что ведется война, что очень тяжело. Я даже скажу, что совсем недавно один из немцев, достаточно авторитетный этот человек, он говорит, я когда собирался ехать в Украину, я чуть ли уже, образно же, говорит, не готов был купить себе батон хлеба, чтобы не умереть с голода в Украине. Но мы же с вами знаем, что это неправда. Конечно. Мы же с вами знаем, что это совершенно неправильный контент, который доносится до европейцев, до представителей других стран. И это говорит о том, что недостаточно наша информационная политика в этом плане, недостаточно финансирования в этом плане. И очень важно, о чем было сказано, мы пытаемся преподнести, что мы демократы, с другой стороны, мы позволяем себе вот таким вот провокационным средством массовой информации, которые работают на материковой части Украины, российским, делать свое дело. И они делают свое дело. Они формируют такой образ, такой имидж Украины и украинцев. Я имею в виду украинцев разных национальностей. И поэтому здесь действительно очень важно, чтобы Министерство информационной политики, все структуры, связанные вот с информационной политикой, все-таки пересмотрели и провели определенную перезагрузку. Потому что это нужно регулировать. Никто не говорит, что должна быть цензура. Но, скажем, само участие или присутствие, то, о чем вы хороший пример привели, это нужно развивать эту тему, и чтобы наши чиновники все-таки в сферу деятельности которых входят вот эти вот процессы, это и МИП, это и МИД, это и система прокуратуры, и в том числе СБУ, и в том числе Минтод. И как раз-таки должна быть такая скоординированная деятельность для того, чтобы регулировать это. Потому что, слушайте, один из моментов, когда западные политики, бизнесмены, люди просто получают информацию с таких медиа, и когда они формируют такую картинку, это ведь в том числе вопрос безопасности украинских граждан на оккупированных территориях. Потому что мы понимаем, что Россия
сбавит давление и отступит только тогда, когда мир, когда она потеряет вообще возможность влиять на мир, на общественную точку зрения на Западе, когда будет понятно, что русский – это человек, который… Но это сложно, потому что они вкладывают в 1000 раз больше денег. Я в это. понимаю, но Вот мы и хотя всё. бы можем прекратить их вкладывание денег в наши СМИ. Это тоже очень важно. Потому что тут надо понимать, что это не вопрос информации. Правда об Украине, правда об оккупированном Крыме – это вопрос безопасности людей, находящихся в оккупации. Это крайне важно. У нас остается совсем мало времени, а я хотела задать очень коротко еще один вопрос. Просто так, пару слов. Президент Украины в ходе визита в Саудовскую Аравию призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Насколько это возможно? Это, конечно, возможно. Вопрос, насколько у них будет такое желание. Но спасибо МИДу и президенту Украины за то, что обратились к этим людям. Я знаю, что такое обращение готовилось. Может быть, у кого-то проснется какая-то совесть, солидарность. Пока этого не было. Но, на мой взгляд, это пока в ближайшее время не совсем возможно, потому что, на самом деле, арабские страны, они очень, скажем, очень аккуратны, и они больше готовы говорить о культуре, о какой-то помощи, там, технической, социальной и так далее, но они с большой осторожностью говорят о геополитике, говорят о правах человека. При этом то, что начался этот шаг, потому что я знаю, что есть одна из задач, чтобы Украина стала членом Исламской конференции, и над этим нужно активно работать. И в этом контексте как раз крымско-татарский фактор должен сыграть большую роль и важную роль. Поэтому нам очень важно над этим работать, и через призму, то, о чем сказал Айдер, через призму крымских татар, арабские страны или страны мусульманского мира должны все-таки заявить и защищать права человека в Крыму. Спасибо. Поблагодарим наших гостей. Айдер Муждабаев, Искандер Бариев. Не переключайтесь, мы вернемся буквально через несколько секунд и несколько минут и продолжим разговор с Натальей Белицер и Марианной Беци.